Ну и главное, конечно, это то, что то есть работа была, вот именно вот эта учеба и потом работа с иконой, она была неразрывно связана с своим духовным состоянием. То есть иногда приходилось ходить на исповедь просто каждый день, потому что иначе ты не мог даже линию нормально прочертить. Настолько это все было плотно связано, вот особенно, вначале это вообще было все очень концентрировано как-то, очень концентрировано, очень насыщенно. Вот, потому что у меня вообще такое ощущение, что у нас там год за 3 шел, потому что очень плотно, очень большая плотность событий, очень большая плотность учебы, очень большая плотность вот духовного какого-то, духовной работы, потому что и читалось много, и очень много мы работали, потому что у нас в артели мы же не только иконы учились писать, да, то есть, собственно говоря, учились-то как, то есть вот мне там Андрей дал работу, посмотреть, как уровень профессиональный, решил, что все достаточно, и сразу кинул меня на работу такую, то есть, которая шла в иконостас там. Потом меня внезапно как-то получилось так, что вдруг открылись способности к реставрации. То есть оказалось, что я чувствую материал, и у меня это получается. У нас там никто не хотел этим заниматься, а реставрацию все время кто-то приносил. И, в общем, все время кому-то ее подсовывали, ни у кого не получалось, все, так сказать, отбрыкивались, а у меня это пошло. И я стала изучать книжки, я искала книги, я консультировалась с реставраторами тверскими, искала вот эти какие-то сведения, ну, что-то какой-то минимум дали Андрей с Димой, которые там немножко все-таки в этом соображали, ну, у них там тоже минимальный какой-то объем сведений был. А так потом в основном вернулась, я все сама как бы. Я купила книгу Горбаря, когда вышла здесь в Москве, специально ездила, покупала мастерские Горбаря о реставрации. И благодаря этой книге, как бы, она вообще у меня настольная книга, то есть я вот буквально там сверялась с ней, работала. Вот, и росписями мы занимались, и я даже резьбой занималась, позолотой, то есть все, абсолютно все, что как бы вот может понадобиться в такой работе, то есть я всем этим занималась. Меня с собой брали на выезды, то есть это когда надо было устанавливать иконостас, поскольку я могла не только писать, да, то есть я могла там молоток в руки взять, заколотить, приколотить, приклеить, заклеить, там, подправить, подкрасить, то есть залезть наверх, что-то доделать, что-то подрезать, где-то подзолотить. То есть, ну вот, могла, да. Вот, то есть очень была плотная работа, очень насыщенная. И мы за эти 2 года, пока я там работала, у нас там было порядка 80 иконостасов сделано. А народу у нас не так много. У нас было 3 досочника, у нас было 3 резчика, и у нас было человек 15 иконописцев. То есть это очень большой объем работы, мы очень быстро работали, очень много. И это помимо того, что мы писали какие-то небольшие заказы. Вот. Ну, конечно, иконостасы были разные, они какие-то были небольшие, какие-то очень большие, какие-то у нас длились постепенно там, и мы заканчивали их вот в мой, так сказать, вот уже в мои эти 2 года. Ну, по-разному, ну, как бы там ни было. То есть это очень большой объем работы, реально был очень большой объем работы. И география обширнейшая, то есть это от Калининграда до Владивостока. То есть это не только Тверь? Нет, конечно. То есть у нас там заказывали иконостасы. Вот мы в Калининградскую область писали несколько иконостасов, в Беларуси несколько иконостасов было написано, по всей России у нас. Ну, естественно, по Тверской области. У нас очень много было заказов из самых разных мест. Мы и в Москву писали, в Химки, вот я знаю, еще там куда-то, ну, как раз при мне в Химки писали. Так что у нас очень обширная география была. Вот. В Дивеево мы делали иконостас наверху. Вот этот центральный храм, где мощи Серафима Саровского, вот наверху, слева и справа, там, где только монахи не молятся, это наши иконостасы, я туда тоже писала иконы. Вот. В Калининград писала вот тоже иконостас, там в храм, который построен, центральный храм Калининграда, построен уже в наше время, кафедральный собор. Вот у меня тут тоже как бы иконы Ксении Блаженной написано. Так что работа очень плотная, очень такая работа, очень плотная была. Вот. Ну, 2 года я там отработала, а потом стал вопрос, куда дальше. А вы рассказывали, что вы именно оттуда, по-моему, к отцу Николаю Гурьянову ездили. Да, так получилось, что это еще в самом начале. Вот я осенью туда приехала,
вот где-то в начале октября, в конце сентября, в начале октября, а уже в конце октября я поехала к отцу Николаю. Вот, он благословил тоже на... Это с каким-то выбором было связано, да? Или... Ну, скажем так, у меня накопилось некоторое количество проблем, которые как-то надо было как-то... духовных проблем, которые как-то я не очень понимала, что с этим совсем делать. Вот, и у меня как бы назрело какое-то количество вопросов. Причем интересно, что пока я туда собиралась, вопросов было, ну не знаю, там миллион. Потом, значит, когда я доехала до Пскова, вопросов где-то осталось в районе сотни. Потом мы сели в автобус, доехали до озера, до этого, ждали катера, там осталось где-то пара десятков. Дошли до отца Николая, осталось 3 вопроса. И выяснилось, что у меня, собственно говоря, все остальное, это все, в общем, как-то так пустое. А вот именно вот эти 3 этих важных вопроса не остались, в общем-то. И причем 3-й вопрос я боялась задавать и не задавала. Мне батюшка сам на него ответил. Просто вот он прямо с порога так увидел, мне говорит, вот делай так-то и так-то. Вот, и как-то так вот. В общем, он решил какие-то вот эти проблемы серьезные достаточно и благословил вот заниматься иконописью. Вот. И потом я к нему несколько раз еще ездила, там были другие проблемы, ездила несколько раз, очень благодатные такие поездки были. Они как-то так, я бы сказала, такие вехи, переломные такие моменты, что ли, были. Потом менялась жизнь, то есть менялась как-то достаточно серьезно, кардинально. Вот. После вот Твери я работала в монастыре под Калугой, это Свято-Тихонова пустынь под Калугой, это большой монастырь, когда-то был один из крупнейших монастырей, ну очень крупный монастырь, там много храмов было, конечно, какие-то храмы не сохранились, какие-то были разрушены. Да, она была закрыта. Я приехала, они только начали вообще там как-то какую-то жизнь, там где-то вот полгода как начали. Кажется, на выборах патриарха старец Зосима, если не ошибаюсь, тянул бумажки с тем, вот когда патриарха Тихона выбирали в 18 году, кажется, ну вот он оттуда из Тихоновой пустыни, если не ошибаюсь. Ну вот этого я не скажу, я не помню, ладно, не могу сказать, да. Вот тоже как вот я там работала, ну и жила, естественно, в монастыре, естественно, по монастырскому уставу, тоже, конечно, такое непростое было время. Вот, потом я заболела очень тяжело опять, но там истощение началось, очень сильное истощение, в общем, в конце концов меня оттуда отпустили, меня долго не хотели отпускать, потом все-таки отпустили, когда уже поняли, что я там в обмороке валюсь чуть ли не каждый день, решили, что все, надо все-таки отпускать. А вы там писали, да? Я там всем занималась, я реставрацию делала, писала, что-то там какие-то помогала, что-то оформлять. Ну, в общем, какая была работа, послушание фактически, такое бы я исполняла. Реставрация в основном, по большей части реставрация. Писала я там не очень много. В основном реставрацией занималась. Вот потом, ну и делала там вот у них несколько, сейчас этих икон уже, конечно, нет, временные такие иконы были написаны на вратах. Они туда на арголите как бы вот. Причем я говорила, что надо делать не так, но батюшка говорит, ты, говорит, меня не поняла, делаешь, у тебя, говорит, 4 дня, делаешь на арголите. Я говорю, батюшка, невозможно, 4 иконы за 4 дня. Ты, говорит, не поняла, Алла, ты делаешь, берешь и делаешь. И что, удалось? Ну, удалось, ну, потом, правда, я там дописывала, что-то там доделала, но как будто не было, к празднику они висели. Да. Так что так, бодро тоже так было, все бодро. Ну, а потом я вернулась в Питер, и уже в Питере как потихоньку как-то вот какая-то... Вот, простите, личный вопрос, но ведь, ну вот есть же конфликт человека творческого и ну, я не знаю, послушного, законопослушного. Ну, скажем, вот он немножко отображается у Тарковского в фильме «Андрей Рублев», ну, да. Когда вот он отказывается от канона, помните, да, он долго мучается, не может расписать этот страшный суд, да, и в итоге пишет его совсем по-другому. Ну да. То есть, ну, вот вы этот конфликт как-то преодолевали? Я его как бы не ощущала, потому что... Нет, ну вот здесь вот он же явно был, то есть, ну как вот... Ну как, нет, этого конфликта не было на самом деле, то есть... Просто непонятно было как. Ну да, то есть, все равно у тебя выхода нет, все равно должен делать. А там уже, когда как Господь управит. Я сходила к Тихону Калужскому, туда, где у него мощи были, ну вот под спудом они ходили. Говорю, батюшка Тихон, ну ты как бы сам управь, потому что я это вообще не в человеческих силах, это вообще нереально сделать. Ну просто физически невозможно. Но он как-то управил, и все получилось.
То есть конфликта не было, просто как-то, ну, я положилась на Бога, и все, поэтому у меня в принципе этого конфликта не было никогда, потому что для меня канон – это не свод запретов. И я никогда канон не воспринимала как свод запретов, потому что канон на самом деле это… То есть, строго говоря, что такое канон? Это вовсе не перечень того, что можно и чего нельзя. Это соответствие иконы жизни церковной, вот этой литургической жизни церкви, соответствует это то, что ты делаешь, литургической жизни церкви, или не соответствует? Вот это и есть канон, собственно говоря. А все остальное это все наносное и пустое. Какими красками делать, какими там, не знаю, там материалами, это все ерунда. Тогда еще один вопрос. Ну вот как бы вы просто немножко рассказали о том, что это было связано, ну как бы вот ваш личный опыт иконописи был связан с огромным опытом внутреннего делания, да? Вот, это же ведь и литургическая жизнь, да? То есть вы говорили, что и регулярная исповедь, да? И внутренняя брань, духовная брань. Конечно, присутствовала, куда деваться. То есть вот… Особенно первые годы это было все очень остро. Но я причащалась каждую неделю обязательно. Вот. Ну и в силу своей немощи какой-то физической и в связи с тем, чем я занималась, то есть это вот духовник, он сказал, строго обязательно причащаться раз в неделю. Я так вот в принципе и живу по сей день. Но сейчас вот немножко пореже стало, там раз в 2 недели. Там. Но все равно я стараюсь почаще это делать. Вот, потому что иначе было просто невозможно. Ты иначе просто не мог нести вот этот крест. Потому что, конечно, это крест тяжелый. У меня очень многие мои коллеги, которые в свое время начинали со мной вместе, не смогли просто. И ушли в светскую живопись, там, в график, еще там куда, чем угодно люди занимаются, там, дизайном, потому что нести этот крест действительно тяжело. Это крест, это служение, и оно требует жертв. Хочешь ты или не хочешь, но если ты хочешь этим заниматься, ты должен быть к этому готов. И это всегда сопряжено с какими-то трудностями. У всех они разные. Кто-то болеет, у кого-то там проблемы в семье, где-то нестроение, у кого-то что-то еще, у кого-то дети болеют. Очень разные кресты, но как бы то ни было, это всегда какое-то преодоление. Это всегда преодоление. Без него ничего не получается. Вы еще говорили о вот нескольких как бы ваших личных отношениях, что ли, с Ксенией Петербургской, со святой Юродивой. Вот это действительно очень интересно, может быть, расскажете об этом тоже. Первая история у меня вообще произошла до моего знакомства с православием. У меня тогда бабушка болела раком, и дело было осенью, она очень не хотела умирать, она говорила, что не хочет ложиться в мерзлую землю. Это был, наверное, 87-й, год или 86-й. То есть это вот совсем вот как бы было, когда я вообще не интересовалась этим вопросом. Когда я думала, креститься, не креститься, вообще как быть, потому что а не будет ли это предательством семьи, там, памяти предков и так далее, а можно или нельзя, и вообще как это вот, как с этим быть.